Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. 11 октября в Чебоксарском районе в результате ДТП погибли 11 человек. Из них 3 канашцев. Остальные представители Канашского, Цивильского и Янтиковского районов. В Шахазанской церкви прошла панихида по погибшим. Искренние слова соболезнования выразили главы администрации и депутаты. Была такая трагедия чудовищная. Череда или стечение нелепых ошибок, может быть, каких-то стечений обстоятельств унесла жизнь таких. Парень был сегодня, я смотрю, тоже 24 года на взлете, и оборвалась эта жизнь. Очень тяжело тоже воспринимая как личную трагедию. И я думаю, горожане тоже поддерживают. Мы всегда с районом жили дружно. И в горе, и в радости надо быть вместе. Но я думаю, жизнь тоже не стоит на месте, она течет. Главное, чтобы мы помнили и берегли друг друга. Самое главное сегодня в жестоком этом мире. И если будет какая-то нужна помощь родственникам пострадавших, погибших, я думаю, наши, что в администрации, что в городе, всегда двери открыты, и мы готовы прийти на помощь. Скорбим, мы вместе с этими семьями, это все равно мы одно единое целое, один район, один город. Делить нечего, один большой наш дом. Район тоже понес невосполнимую трату. Наши жители с разных поселений потеряли матерей, как было сказано, сестер, кормилец, которые ехали на заработки честным трудом, чтобы поддержать семью, воспитать детей, заплатить за учебу, заплатить за кредит. Но такая нелепая трагедия произошла на дороге. Поэтому сегодня мы собрались на это мероприятие, помянем, чтобы на том свете и вечной памяти было. Наблюдая за тем, что с каждым днем мы больше и больше вкладываемся в развитие дорожной инфраструктуры, к сожалению, мы видим еще и такие ужасные ДТП, да, уже случаются. И мы теряем одних из самых лучших. Вот в этих несчастных случаях теряем тех, которые на сегодняшний день могут принести очень много добра всем здесь стоящим. Действительно, это большие слова скорби, это слова, которые хотелось бы донести, что каждый миг нашей жизни, он очень важен, очень дорог. И когда мы находимся в пути, в дороге, в стремлении, в работе даже простой, надо соблюдать все условия, все правила и требования. Ни одна оплошность не прощается. Как мы видим, потеряли достойных людей Канашского района и города, и вообще Чувашской республики. Хочу выразить слова соболезнования, скорби. И действительно, мы готовы помочь родным, близким вместе, чтобы эта утрата как частично была восполнена. Церковную службу провел отец Владимир. Это трагедия, конечно, не только для храма, но это для всего района, конечно, это большая трагедия. Почему? Они же уехали, конечно, на труд не для того, чтобы там веселиться или еще чего-то. Ну, если сказать, конечно, они отошли от этого мира, но это всем тяжело, конечно, всем тяжело, и родным, близким, сестрам, матерям, мужьям своим, и ихним. Ну, только хочется пожелать Царствия им небесного, что Господь сподобил их Царствия небесного. Вот только это я хочу сказать. Сейчас мы совершили для них вселенскую панихиду. Вот дальше что? Дальше только за них надо молиться, чтобы Господь их сподобил Царствия небесного.
В церкви было людно, молились об упокоении душ новоприставленных, о скорейшем исцелении пострадавших, об утешении семей, кого коснулась эта страшная беда. Соболезную родственникам погибших. Жизни прервались так неожиданно. Виной тому несоблюдение, наверное, правил дорожного движения, если сказать правильней. Призываю всех участников дорожного движения соблюдать те правила, которые предписаны, ведь соблюдение закона зачастую сохраняет жизни и здоровье людей. В выходные состоялись похороны погибших. Глава администрации среди тех, кто поддерживает семьи потерявших родных. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Антонина Тямина, Павел Павлов. Вести недели. Проведение дорожных работ, выполнение капитального ремонта в многоквартирных домах, вакцинация населения против гриппа и пожарная безопасность. И эти и другие темы обсудили с населением в рамках очередного единого информационного дня. В городе организовали 4 информгруппы, которые посетили образовательные учреждения, предприятия и организации. Наша съемочная группа во главе с заместителем директора по безопасности акционерного общества МРСК «Волги» Николаем Мироновым и главой города Андреем Константиновым встретилась с коллективом Канашского строительного техникума. В рамках реализации программы развития транспортной системы выполнены работы по ремонту автодорог улиц Зеленая, Разина, Лесная. Следующий контракт. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги улицы Пушкина. Это у нас от улицы Лесная до пересечения с улицы Комсомольской. Исполнитель общества с ограниченной ответственностью «Транспортник». Стоимость контракта 1 138 037 рублей. На сегодняшний день ведутся работы по исправлению профиля основания щебнем. Следующий контракт – ремонт автомобильной дороги улица Заводская. Стоимость контракта 1 959 000 рублей. Также в полном объеме завершено строительство внутриквартальных территорий и тротуаров по улицам машиностроителей и 30 лет Победы. Всего отремонтированы 24 дворовых территории. В ходе встречи горожане задавали вопросы, называя конкретно улицы, кварталы, где, по их мнению, необходимо заменить дорожное полотно. Поэтапно на каждой улице будем определенные виды работ проводить. Заметили, наверное, уже вот везде уже работа выполняется, и до Карла Маркса обязательно дойдем. Вопрос по капремонту волнует жителей не меньше. В 2018 году отремонтирована кровля в 28 многоквартирных домах. Основные дома в этом списке расположены по проспекту Ленина. Там, получается, 15 домов. По Карла Маркса, Московская, Пушкина, Разина и Фрунзе. Также собственниками помещений многоквартирных домов номер 3 по улице 30 лет Победы, номер 24 Роза Люксембург принято решение перенести срок проведения капитального ремонта на 2018 год. Есть еще, кроме краткосрочного плана, долгосрочный план. Вот тут есть возможность решением собственников жилых и нежилых помещений передвинуть вот этот срок проведения ремонта на более ранние сроки. Пожарная безопасность не осталась без внимания. На территории города зарегистрированы 26 пожаров. Травмированы 8 человек. В основном несчастные случаи произошли по вине собственников жилья. К теме вакцинации каждый подходит индивидуально. Альбина Яковлева сообщила, что 40% сотрудников и студентов сделали прививки от гриппа. Также обратилась к коллегам с тем, что город будет развиваться тогда, когда захотят этого жители. Каждый из вас сейчас уже понял, насколько велика значимость жителей домов. То есть сейчас, по сути, можно сделать все. Отремонтировать дороги, встать чтобы облагородили вашу дворовую территорию. Поэтому сегодня, пожалуйста, работайте со своими жильцами, берите инициативу в свои руки, организовывайте собрания, и все будет хорошо. Как никогда возможность такая есть. Только не нужно быть равнодушными. Олеся Григорьева, Елена Блатцева, Павел Павлов, Канашский строительный техникум. Все для детей и молодежи. В городском парке открылись 3 новые площадки – детская, спортивная и скейт. Гости парка уже оценили качество и обещали ежедневно приходить заниматься спортом.
В 2018 году реализовались несколько проектов по программе формирования современной городской среды. На это было выделено более 6 миллионов рублей. Стоимость скейт-площадки составила более 3 миллионов рублей. Детскую игровую оборудовали на сумму более 1,5 миллионов. И спортивная площадка с тренажерами обошлась в 800 тысяч рублей. Городской парк в 2018 году преобразился по сравнению с другими годами. Много было сделано. Предстоит еще много сделать в парке. Надеемся, что наши детишки будут содержать игровую площадку детскую в чистоте и порядке, не будут ничего ломаться. Для более подросткового возраста подарили скейт-площадку, которую городские ребятишки давно, наверное, ждали. Уже видно, что там постоянно занимаются детишки. И спортивная площадка, которую уже посещают от маленьких до пожилых возраста людей, которые всем нравятся. Хочется поздравить жителей, что в парке у нас появились площадки для всего возраста. И надеемся, в ближайшие годы парк станет еще краше, еще много планируется объектов построить. Работы выполняли несколько организаций. Площадки сдали в эксплуатацию в срок. Администрация старается, чтобы эти парки было у нас хорошо, уютно детям, родителям вместе гулять с детьми. Приятно все вот это. Радоваться надо только. Играть, веселиться. В этом году также планируется заменить освещение городского парка. На эти работы предусмотрены средства в размере более 950 тысяч рублей. Олеся Григорьева, Елена Блатцева, Павел Павлов. Городской парк культуры и отдыха. Ряды вооруженных сил России пополнят 12 молодых ребят. В Канашском военном комиссариате прошла первая осенняя отправка. Подробности в сюжете Марины Бариновой. Отправка первых 7 бойцов из Канаша прошла традиционно с участием служителей церкви, отца Александра. Обратившись к будущим военнослужащим, он благословил их, пожелав хорошей службы и возвращения домой. Когда мы, конечно же, идем служить в армии или когда на нас нападают, то, конечно, раз никогда не нападал, это мы хорошо знаем, мы когда всегда защищаемся. Когда мы с молитвой, когда мы просим у Господа Бога помощи Божией, Господь всегда помогает, да, и оберегает. Конечно же, да. Мы всегда с молитвой должны начинать, и начало дня, и конец дня тоже надо поблагодарить Господу Богу, что Господь дал нам еще один день. Поэтому мы всегда с молитвой и с благодарностью относиться к Господу Богу. Ребята будут служить в Подмосковье в воздушно-космических войсках. Буквально через 3 дня команда отправится на место прохождения срочной службы, отметил военный комиссар Юрий Барышов. А тем, кто хочет служить по контракту, Министерство обороны создает все условия. Те лица, которые с среднетехническим образованием, с высшим образованием, вправе заключить контракт на 2 года с Министерством обороны Российской Федерации. Значит, весенний призыв у нас 23 парня такие уехали. В этом году уже 17 ребят проходит медицинскую комиссию, есть в проекте приказа министра обороны Российской Федерации. Те ребята, которые продолжают учебу в высших учебных заведениях, по вызову учебных заведений предоставляется им каникулярные, чтобы сдавали они экзамены. Таких ребят у нас тоже достаточно. Пришли проводить своих сыновей и братьев многочисленные родственники. Каждый из них с одной целью – достойно проводить и через год встретить защитника Родины. Чтобы он служил хорошо, нормальным, хорошим был, достойным человеком. Для этого мы и пришли проводить его достойный путь и будем встречать так же. Я провожаю своего сына Алексея Анатолия Владимировича. Я отец Алексеев Владимир. Сам тоже служил Родине 21 год. Россия отдал свою службу. И пожелаю тоже, как я, служить честно, как охранять нашу государственную границу и не допускать врагов. Мы спали, чтобы спокойно. Ребята четко понимают, что им предстоит, пусть и нелегкий, но очень важный этап в их жизни. Попал я в войска, космические войска. Представление, я даже понятия не имею, что там будет, честно говоря. Не знаю, надеюсь на лучшее. Как ты намерен служить? Намерен, серьезно. Чтобы все спокойно спали, чтобы войны не было, конечно, дай бог. Я удачно отслужу, чтобы все спокойно спали. Пусть отмеренный год для ребят будет удачным, а день возвращения домой – счастливым. Марина Баринова, Елена Блатцева. Специально для программы «Вести недели».
Далее новости гипермаркета «Эссен». Гипермаркет «Эссен» продолжает отмечать свой юбилей, удивляя покупателей феноменальными скидками. Ежедневные уникальные предложения и акции подкупают своим постоянством. Гипермаркет «Эссен» предлагает новую акцию. Совершив единовременную покупку на сумму от 1200 рублей, получаем в подарок купон в кассовом чеке на 200 рублей. Использовать его будет можно в период с 30 октября по 12 ноября. Стоит отметить, что покупатели гипермаркета всегда с радостью и гордостью рассказывают о его предложениях, что им нравится и чего недостает. Здесь вообще все нравится. Я постоянно покупаю здесь, и скидки бывают, на акции попадаю, так что мне нравится. Я почти что со дня открытия. У меня и карточка есть эссенская, так что я довольна. Лично я довольна. Мы вот с супругом приезжаем, когда все сюда, обязательно заезжаем. Мне нравится лично здесь, и карточки есть, все есть. Поэтому постоянно здесь покупаю. И для детей все можно найти для себя. Широкий ассортимент предлагаемых товаров притягивает покупателей словно магнитом. Их уверенность в том, что они смогут приобрести любой товар за оптимальную цену, очень высока. Довольный покупатель с полными корзинами товаров – это единственная цель, которую ставит перед собой сеть гипермаркетов «Эссен». Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, «Эссен». На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Купить то, что хочется – большая роскошь для тех, чей семейный бюджет это не позволяет. Им в помощь гипермаркет «Светофор», ценовая политика которого направлена на поддержку покупателя. Ассортимент товаров разнообразный – от мясных продуктов и сладостей до всяческой бытовой химии и полезных вещей. Гипермаркет «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому у нас всегда свежая продукция по доступным ценам, всегда акция. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Покупателям нравится обслуживание и ассортимент. Вежливые сотрудники гипермаркета «Светофор» всегда готовы помочь в выборе нужного товара. Для современного мира оно, конечно, удобное, потому что разные товары очень много здесь. Каждый покупатель желает все, что иметь. И, во-первых, дешевые цены. Например, я покупала для сушки волос за 500 рублей. Точно такую же у вас, совсем она дешевая. В этот гипермаркет мы ходим очень часто, так как тут низкие цены, качество хорошее. Часто бывают акции и свежие продукты. Самый важный аспект гипермаркета «Светофор» – это, конечно же, акции. Реальная возможность приобрести товары по приятным ценам. Макароны 5 килограммов 119,90. Стиральный порошок «Биолан» 5 килограммов 400 граммов 239 рублей. Свинина по акции 1 килограмм 169,90. Гипермаркет низких цен «Светофор», город Канаш, Котовского, 4. Хотите недорого, качественно и быстро оформить недвижимость? БТИ Канашского района это сделает для вас. У нас 15-летний опыт работы в сфере кадастровой деятельности. Высокопрофессиональный инженерный состав, 9 кадастровых инженеров. Большой опыт работы во всех отраслях кадастровой деятельности. Техническая инвентаризация, геодезия, картография, топография, межевание, территориальное планирование, установка охранных зон. Мы работаем с современным спутниковым оборудованием. Имеются лицензии на геодезию и кадастровую деятельность. Все кадастровые инженеры являются членами СРО. Предприятие состоит в СРО с допуском к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Имеется аккредитация на работы в области технической инвентаризации. Работаем на территории города Канаша, Канашского района, Чувашской республики в целом и за ее пределами. С нами сотрудничают «Газпром», газораспределение Чебоксары, Российские железные дороги, строительный трест номер 3, Промтрактор Вагон, Чувашэнерго, Сбербанк и другие. Приглашаем вас к сотрудничеству. Заявки принимаются по адресу город Канаш, улица Железнодорожная, дом 89, Центр кадастрового обслуживания. Телефоны 4 18 61 2 53 10.